Так, посмотрим, что из этого выйдет. Ну вот, вроде бы что-то вышло. Что-то получилось. На YouTube канале такое бывает. YouTube канал постоянно атакуется. Запрещен на территории фашистской России. Чтобы вы знали, друзья, всячески террористы пытаются нам мешать. Но они на то террористы, мы должны понимать, что у них работа такая античеловечная, террористическая, да. Поэтому, ну, в случае, смотрите, если что, я и здесь сообщаю вам здесь. Хотелось бы, конечно, чтобы и в Ютубе работало. Но если что, я тогда из ТикТока загружу свой стрим в YouTube, чтобы все сохранилось. По ходу Новый год справляют многие зрители и мало. Ну, ничего, Чеченко Сима, все подтянутся, они подтянутся, увидят. Главное, наши враги не дремлют, и значит, все отлично, да? Да, я румын из Молдавии, знаю русский язык, и мне помогает ваши рассказы понять лучше. Очень рад, что вам это помогает. Так, друзья, сейчас скажите мне, как у меня там дела обстоят. У меня сейчас все просто занято. Сима, ты можешь посмотреть в Ютубе, как у нас там дела обстоят? Идет ли какой-либо из стримов? В конце 2 должна быть. Победа Украины 2 называется. Вот последний мой стрим. И тот первый работает или нет. Тот стрим, который мы запустили, его можно отключать. Только что заходило. Нет, сейчас уже идет стрим. Это уже другой стрим я запустил. Там же в YouTube канале. Он называется так же, только Победа Украины 2. Там в конце 2 просто стоит. Потому что первый у нас они сорвали. И не получилось никак. Я думаю, сейчас второй они не смогут сорвать. По крайней мере, я предпринял кое-какие меры. Но посмотрим. Работает. Отлично, Питер Вольф, отлично. Отлично. Ну, тот стрим нам сорвали, потому что получилось то, что получилось. Как вы знаете, такое у нас иногда происходит. Так, с Новым годом, дорогой Аслан. Спасибо тебе огромное за труд. Я азербайджанец, очень уважаю ваш народ и переживаю за ваше будущее. Смерть фашистской России. Дуже дякую. Уважаемый азербайджанец, и тебя тоже я поздравляю, и весь азербайджанский народ с наступающим Новым годом. Дай Бог, что все сбылось. Светлана Хадзевич, с Новым годом, дорогой человек. Светлана, взаимно, большое вам спасибо. Дуже дякую. Все работает. Отлично. Тогда поехали, Дион. Наливай, разливай. Фу. Заводи. Поехали, Дион. Так, ну тогда то, что генеральный штаб нам сообщал, осталось в том видео. У нас 16 минут. Тот стрим, который сохранился, но оборвали нам его. Будем теперь вести новый стрим. И я надеюсь, все подтянутся, Дион. Поехали. Да, Светлана, поехали. Аслан, я думаю, что до прихода ЗРК Патриот они нападут из Республики Беларусь. Ну, смотри, мессир, мне кажется, вот то, что мы слышим вот по тем средствам массовой информации, которые передают, что там сегодня передали систему под Патриот, да, допустим, нам говорят. Мне кажется, это сообщается только после того, когда уже эта система доехала, она уже и люди обучены, и все готово. Только тогда мы получаем об этом информацию. Мне кажется так. Поэтому, несмотря на то, что ЗРК, зенитно-ракетный комплекс, да, называется Патриот, поставлен он или нет, русские планируют напасть. А то, что Патриот там уже имеется, мне кажется, что он, ну, по идее, должен быть. Вроде они всегда так работают.
И не только американцы, и русские так себя ведут, и вообще многие государства так себя ведут. Поэтому несколько систем Patriot не помешают путинским планам напасть со стороны Беларуси. Другого выбора у него нет, я думаю, нападать они будут в любом случае. Но проблема Запада, у них вся информация открыта. Нет, ты ошибаешься. То, что засекретить, да, они могут так засекретить, что даже многим и не снилось, как они могут секретить то, что им нужно. Поэтому, да, конечно, здесь есть свобода слова, открытость и так далее. Но также есть и закон о конфиденциальности данных, например, как пример взять. Так вот, это огромнейшая проблема. В отличие от России. В России есть закон о конфиденциальности данных, но вы можете купить любую базу. Здесь это просто был бы, не знаю, все министры, силовые министры, если произошла бы такая утечка, были бы сняты. Там, чуть ли, я не знаю, и посажены, и еще что-то произошло бы с ними. Поэтому здесь с этим проблема, с этим все очень строго, да. Так, Валид, Саламашал, Делер Саламашал. Ну, проблема Запада, так, это уже было. Так, суперсервис вернулась. Далее, Мелазни, я голубцы сейчас уплетаю, да. Так, друзья. Возвращаясь к итогам года, хотелось бы сказать, что Россия, которая заработала себе определенную репутацию, уничтожив чеченский народ, используя все методы и опыт, который она применяла против Чеченской Республики, применяла его в отношении Украины, Россия имела такой, ну, скажем так, ну и Путин заслуженно в определенной степени имели такой репутацию, ну, если можно это назвать репутацией, зла, который должен был внушать страх. В определенной степени это удавалось, потому что человек, который взрывает своих же граждан, ФСБ, организация, учреждение, которое взрывает своих граждан, но это просто, ну, дна ниже просто не существует. И что они будут делать с другими, если они со своими такое делают? И, конечно же, уничтожение чеченского государства, захват чеченского государства, попытка уничтожения чеченского государства, предательство со стороны чеченцев, некоторых чеченоговорящих. Такие предатели есть у всех, к большому сожалению, но и оказались и у нас они тоже. И вот эти предатели, которые начали называть себя пехотинцами, что там чуть ли не целовать песок, по которому ходил Путин, это производило определенное такое удручающее впечатление и на других. Если вы помните, когда начиналась война в Грузии, хотя зашло десятки тысяч русских оккупантов на территорию Грузии, ну почему-то говорили про несколько там десятков человек из банды Ямадаевские, это военные, русские военные это. И точно так же, таким же методом запугивания происходила операция в 2014 году против Украины, захват Крыма, последующий Донецк, Луганск, ну там уже потом появились вот эти чеченоговорящие. И в этом плане нужно было сломать моральный дух, настрой украинцев. Конец этого года, подводя итоги, можно сказать, что этот миф разбит, миф уничтожен. Я вам сейчас покажу одно очень забавное видео. Постараюсь его сейчас вам показать. Сейчас мне его вам хочется показать. Но его увидят, это видео, к большому сожалению, только мои зрители из YouTube увидят.
Но я вам постараюсь рассказать, что здесь происходит. Тем, кто меня смотрит в ТикТок. В ТикТоке, кстати, это видео есть, и я сейчас его хочу показать зрителям в YouTube. Немножко минута развлечения, да. Как-то так, Дион. Это как Кадыров отжимался. Мой знакомый назвал это Ахмаджания. Ахмаджимания. Не отжимание, а Ахмаджимания. Это был небольшой такой смешной ролик про отжимание. О, Аслан восстановил стрим. Да, Вася, так получилось. Салам, Аслан, салам, Вася. Витаю. Бюстик Аслан. Слышал от неких блогеров, что во время войны в Чечне мирные русские погибло больше, чем чеченцев. Старый игрок. Он представил себя в гареме. Так. Ну, старый игрок. Далвизель. Айоль Бюстик. Ну, смотри, мирных русских не погибло больше, чем чеченцев. Но в начале русско-чеченской войны, когда русские оккупанты вошли в Грозное, большая часть населения составляли, ну уже к тому времени, уже можно сказать, мы уравнялись, хотя вообще в советское время в Грозном проживало 450 тысяч человек, и где-то около 80-90% из них составляли русские. Там несколько процентов армян, евреев, украинцев. И там вообще 2-3-5% максимум были чеченцы. До 77 или до 79 года в столицу Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики чеченцев не запускали вообще. Останавливали автобус и предъявляли паспорта, и только по прописке, чеченцев не прописывали, и только по прописке можно было заехать в Грозный. Поэтому население состояло из колонистов в основном. И когда началась первая русско-чеченская война, получилось так, что чеченцы, которые имели населенных других за пределами города Грозного, населенных пунктах своих родственников, все эвакуировались. Да, осталось очень много людей, которые надеялись, что не будет каких-то очень серьезных событий. Остались в основном русские, и в первые дни войны потери среди мирного населения, вероятно, были русскоязычные, наши граждане. Не имеет значения. Это возникают тут разные там споры и так далее. Я, например, не делю граждан Чеченской Республики Ичкерия по национальности. Да, геноцид совершался в отношении чеченского народа. Убивали русских, спрашивали, как ты относишься к чеченцам? А что скажет русский или русская, которая всю жизнь прожила бок о бок по соседству с чеченцем, с чеченкой, которые там делились хлебом друг другу, там, ну, в советское время не богатые люди были. Соль, сахар, все, что всегда можно было попросить у соседа. Это раньше считалось нормально. И спрашивали, как ты относишься к чеченцам? Ну так, ну нормально отношусь. Вас не пытали, не убивали, а им пропаганда, что их там убивают, там насилуют, грабят, там и так далее, и так далее. Что абсолютно была ложь. Вот по украинским событиям вы можете просто отследить это. Сейчас они как-то еще с опытом это делают. Тогда это была вообще топорная работа. Так вот, убивали русских за то, что они не говорили на чеченцев плохое. И русские договорили на чеченцев плохое. Да, такое было. Поэтому геноцид был в отношении чеченского народа. Убивались чеченцы по этническому признаку, только лишь за то, что ты чеченец. Или же другие народы, которые не считали чеченцев бандитами, террористами и хорошо к ним относились. Вот за это тоже убивали.
А так они без разбора убивали. Много случаев, когда, вот, например, мне недавно буквально рассказали случай в Грозном, когда вышла бабушка из своего дома, ей нужно было куда-то пройти, и ей наши бойцы сопротивления сказали: не выходите, там стреляют, там русские и так далее. Она сказала: сынок, я тоже русская, они меня не тронут. Как только она пошла, бабушка, за 70 лет, нельзя ошибиться, что это какой-нибудь, это средь бела дня происходит. Ей стреляют в голову. Точнее, ее ранили, он мне рассказал, быть более точным. Ранили и ждали, пока кто-то подойдет, чтобы ее забрать. Ну, нельзя ошибиться. Да, на лице у нее не написано, но в принципе русские бабушки от чеченских бабушек отличались. Ну, допустим, не знает тот, кто приехал. Допустим, посчитаем мы его не таким ублюдком, каким он есть на самом деле. И допустим, что он застрелил чеченскую бабушку, он так думает. Но в других случаях, хотя там ошибиться практически невозможно, в других случаях очень часто, ну вообще бабушку убили, неважно, русская она или чеченка, убили не комбатанта, убили женщину, в возрасте женщину, не говоря уже о том, что у нее в руках не было оружия и что это не комбатант. Вот такие события происходили в нашей стране. Но это ладно, там выстрелили с такого расстояния. Заходили в подвал, видят, все сидят русские, и просто в этот подвал забрасывают гранаты. Конечно, убивали, и много убивали. И я думаю, первые дни войны, за Грозно именно, наши граждане русской национальности погибли в большей части, побольше, мне кажется, чем мирно. Потом, конечно, этот перевес уже был на стороне чеченцев, потому что уже русских не осталось. И русские потом поняли, что надо бежать. Некоторые начали тоже уже эвакуироваться. Но вот что было, то было. И я никогда не говорю, что русские убили 300 тысяч чеченцев. Я всегда говорю, русские убили 300 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия. И десятки тысяч из них, 10, 20, 30, может быть, тысяч, я не знаю цифры. Вероятно, это именно русские, которые были убиты в начале войны. Но и после их убивали. У нас оставались русские, наши русские. Их дальше убивали. Так, Саламашел, так, проблема Запада, у них вся информация открыта. За слова отвечаешь, юзеру? В смысле, за слова отвечаешь? А ты со знаком V, кто ты такой, чтобы мне за слова отвечать, спрашивать? А? Конечно, я отвечаю за слова. В отличие от такого черта, как ты, я отвечаю за свои слова. Скот, бесстыжий скот просто зашел, да мне по барабану, кто ты, немец ты или папуас, у тебя стоит В, вот это, фашистский еще Z поставь, за слова отвечаешь. Отвечаю, конечно, за слова, конечно, да. А ты хочешь сказать, что ваши русские террористы не убивают людей, что ли, русских? Что они не убивают русских, будучи русскими, а? Я бы вам объяснял бы, если бы сегодня вступил бы с вами в дискуссию. Но я вас так уже хорошо знаю, что мне уже просто вы противны просто. Мне от вас русских фашистов просто тошнит. Да, потом будет, посмотрим, что потом будет. Много вас, балаболов. Напиши свое имя, балабол. Скажи мне, как тебя зовут. И посмотрим, кто из нас будет извиняться на коленях. Напиши, если ты мужчина, открыто напиши, кто ты, где ты. Ты же мужчина. Напиши. Так, русских в Чечне убивали для того, чтобы это спихнуть на чеченских боевиков нацистов. Да, Мелазни, совершенно верно. Русские террористы,
перед тем, как начать вторжение в независимое, суверенное чеченское государство, долго, упорно распускали слухи о том, что чеченцы урезают русских. Русские, наши русские, могут легко подтвердить, что никого не вырезали. Наоборот, у русских, хотя по Конституции мы все граждане одинаковы, равны в своих правах, в отличие, все, несмотря на это, из-за того, что русская пропаганда, конечно, криминогенная обстановка возросла во всем бывшем Советском Союзе, тем более в России, ну и, конечно же, она возросла в Чеченской Республике. Почему? Потому что русские террористы усиленно ее нагнетали и накручивали, принимали активные действия для того, чтобы криминогенная обстановка усилилась. И русские всячески рассказывали, что там Дудаев поедает там русских там и так далее, и так далее. И потом им нужно было предоставить факты того, что делали чеченцы. Но, к сожалению, тела, трупы, они не показали русских, которые мы, чеченцы, убивали. Потому что в основном эти тела были от осколочных ранений. И ничего такого, и старых трупов у них не было, только новые, которых они только что убили. Поэтому они их сбрасывали в братские могилы и закапывали, своих же русских. Ну, они же спасать русских пришли от злых дудаевцев. Ну вот как-то так. И это правда. Это правда. Так, ты ублюдина, я тебя отправлю в бан, потому что ты, ну ты сам знаешь, что ты подонок, да, матерящийся. А матерщинников мы тут не жалуем, да. Поэтому, да, русские на нас это спихивали. И Дудаев, несмотря на то, что по Конституции мы все равны, Дудаев создал специальную следственную группу, которая занималась расследованием только касательно русских. Несправедливо по отношению нарушения Конституции, привилегия для русских, но с учетом сложившейся ситуации это была необходимая мера, которая работала. Так что вот как-то так. Аслан, под Харьковом сбили русского аса, мать которого жила в Изюме. Абсолютно верю в эту историю, абсолютно. Во-первых, верю, потому что ты это пишешь, а во-вторых, я верю, потому что мы сами это все просто видели воочию. Мы тоже не могли вначале поверить. Вот, например, один русский, это все в открытом доступе есть, тоже с Харькова был. Он эвакуировался в Львов, по-моему, в Львове он был уже. И он прямо сам рассказывает, говорит, я до последнего был за Путина и за Россию. Когда начали бомбить Харьков, а у нас такие русские тоже были, потому что русские имперцы сами по себе, и такие они, ну что ж, такие. И вот он говорит, до последнего я верил, когда начали падать бомбы, тогда у меня в голове переключилось, говорит. Представьте, насколько они подвержены этой пропаганде. Когда все эти годы... Так, у нас выключился ТикТок. Произошли небольшие изменения тут. О, как нагрелся телефон. Машалла, машалла. Машалла. Так. Ну, не одно, так другое, да. Чуть не сгорел телефон. Ну ладно, сейчас чуть-чуть остынет и вернемся в ТикТок, да. Вот как-то так. Масхадов озвучил цифру 50 тысяч русских, разбомбленных в Первую войну. Леха, вполне возможно. Если Масхадов говорил, значит, он знал, откуда, знал, о чем говорит. Откуда мужчины в РФ? Вася, не знаю откуда. Я не понял вопроса. Так, Масада, так. Русские с Рашки презирают русских с Казахстана. Знаю немало семей, которые уезжали за лучшей жизнью в Рашку, а максимум через полгода возвращались со слезами в Казахстан.
У нас то же самое, наши чеченские русские, грозненские русские, то же самое. Когда они приезжали в Россию, мои одноклассники рассказывали, другие люди, я слышал неоднократно, они говорили, что их там называют чеченами за то, что у них там свои какие-то особенности, а у наших русских, конечно, наши особенности какие-то перенимались. И там не бухать, там не материться, там сильно не материться, там не сильно бухать имеется в виду, там уважение к старшим. И вот это раздражало людей просто. Да, это было, это есть. Нет, это не жалобы. Здесь телефон перегрелся, просто вот он у меня сейчас вот чуть-чуть только остыл. Сейчас вроде бы включается, сейчас мы попробуем вернуться на стрим, возобновить, да, возобновим трансляцию. Происходит, может, из-за того, что он у меня на зарядке стоял, хотя такого не бывало. Бывало, что нагревался, когда я вел в ТикТок, видимо, они какие-то там... Иногда проводишь стрим в ТикТок и никаких проблем не бывает. Ну вот, как-то так, да. Друзья, у нас в ТикТок отключился стрим, вот сейчас мы его вернули. Самые верные мои зрители остались, никуда не ушли, возвращайтесь. Давайте пообщаемся, да. Нужно снимать, что за лучшей жизнью ехали не в Россию, а в Москву, а те ненавидят всех. Ну да, в Москве вообще там вообще особая категория национальности, там вообще даже не русские. Дима Бимбат, приветствую всех добрых людей доброй воли. Витаю, Дима, витаю, шалом. Как-то так, друзья, как-то так. Так, одну минутку. Кстати, у нас сейчас 15 градусов тепла, Новый год. Путин ждал, что мы все тут замерзнем, а у нас тут так тепло, как летом не бывает. 15 градусов, это ночь, считайте, 10, без 10, без 8 минут 10. Как-то так, друзья. Что-то у Путина все пошло не по плану делом. И вот тут еще одно поздравление от украинцев с Новым годом, надо же россиянцев поздравить. Поэтому, дорогие россияне, от души поздравляем вас с наступающими украинцами. Слава ЗСУ. Как-то так, друзья. Как-то так. Как-то так, да. У вас те семьи, которые лично знаю, я даже близко к Москве не ехал, не могу вспомнить точно, но знаю, что не очень далеко от границы город поехал, там их открыто гнобили, оскорбляли. Я, знаешь, раньше думал, что русские ненавидят чеченцев. Я думал, ну, должно быть какое-то объяснение той ненависти, которую русские к нам применяли. Убивая все живое, сжигая, уничтожая там и так далее. И я думал, ну, видимо, у них какая-то ненависть к нам, к чеченцам. Вот я ее не знал, жил все время в Грозном, у нас было много русских, но такой ненависти я не знал просто от них. Видимо, был молодой, наивный. И я думал, что это отношение такое только с России приехавших русских к нам, ну, за что-то. Вот за что-то мы им сделали, за что-то они нас не любят. Когда я поехал в Россию и пожил, пообщался, поработал, поучился, поработал, я понял, что они всех ненавидят. Они и русских ненавидят. Ну вот такая особенность. Их власть постоянно их атомизирует, разделяет. Она не дает им соединиться во что-то. Уважение к семье, институту семьи, институту какого-то там
благородству, нравственности. Этого всего нет в России. Там воспевается ложь, обман, грубость, хамство, жестокость. Вот, ну и ложь. Все вокруг должно быть помешано лжи. Если ты можешь обидеть слабого, если ты можешь кого-то побить, если ты можешь проявить над ним свою власть, все, у тебя день удался, все, ты герой. Вот так воспитываются в России. Поэтому я понял, когда начал работать адвокатом, я увидел, как менты делают дела против русских же. Я раньше думал, они только против чеченцев делают. Потом я чуть-чуть расширил это свое понимание. Думал, ну, кавказцам, наверное, ко всем относятся. Потом оно у меня доросло, ну, ко всем, кроме русских. Потом я уже понял, что они к русским также относятся. Просто таков менталитет у людей. Нам, чеченцам, эти вещи очень трудно понять. Потому что мы совсем от слова совсем не такие. Нас учат совсем другому. И когда я увидел, как менты варганят дела там, на 18-летнюю, 19-летнюю девчонку по факту, причем она там, не замешана настолько в определенных там, делах, там, в которых там, ей вменяют, но ей вменяют больше, чем она делает, для того, чтобы там, ей дать больше срок, соответственно, менту выполнить план. Мы же знаем, что со времен Сталина в России действует вот эта палочная система, результат, который нужно выдавать каждый месяц, каждый квартал и по истечению года. И людям ломали жизни. На моих глазах я это видел, как люди. Ничего нельзя было поделать. Материалы передаются, в суде оформляются. И 18-летняя, 19-летняя девчонка, у которой парень где-то там варил амфетамин, а она там где-то оказалась рядом, возможно, даже она была не в курсе всех вещей, потому что тот очень скрытно это все делал, и у следствия не было доказательств, самое главное, ее вины. Они фальсифицировали и давали сроки 10, и 12 лет, и 15 лет, в зависимости от тяжести. И вот 18-летняя девчонка могла уехать там на 12 лет. Вся ее жизнь фактически. Эта девушка должна родить русского парня, мальчика, девочку. Она одну, двоих, троих, пятерых детей. И она должна сделать пользу этой стране. А она уйдет в тюрьму. Все. И она после этого, ну, у нее жизнь, все, она другим человеком выйдет оттуда. И вырастет она зэка, потому что воспитание матери имеет огромнейшее значение, решающее значение. Аслан, ты был когда-то в Москве? Да, Вене в виде девицы. Пришел, увидел, победил ли он? Да, был, я жил в Москве. До 15-го года я жил в Москве. От скепкант и флаг цатовга, американский еврофлаг, диктатор. Но пока хават скузахар, ардатилан уаха. Сундер ас пока хавал сайнта ютариос, ё хамавеня тоушвол хюг дал юквайр. Мегардуй. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, босс, машуэль. Так, у меня в кафе работала девушка русская, вроде нормальная, спокойная, но однажды у нее началась истерика. Объяснила она это тем, что не может больше обслуживать казахов, потому что ненавидит их всей душой. Ужас просто. Как же она жила в Казахстане. Когда я спросила, в чем причина, может кто-то из казахов сделал тебе больно, она ответила, что нет, просто ненавижу от того, что они есть. Называла их грязными словами. Я была в таком шоке, что потеряла дар речи и попросила ее уволиться по собственному, так как не хочу видеть в своем заведении человека, который ненавидит людей просто из-за их национальной принадлежности. Да, это, наверное, мне кажется, психическое отклонение, которое закладывается родителями, да, много раз, не много раз были случаи, когда в школе, в детском саду детям, другие дети, например, в детском саду где-нибудь,
когда дети там играются, там разговаривают. Один ребенок мог другому сказать, например, ты что, это же чурка, это чурка-бес какой-нибудь там. С ними нельзя играть, с ними нельзя разговаривать. Ну, вот такие вот вещи были. Это же ребенок не со своей головы берет. Ему дома это все закладывается. Как-то так, Дион. Так. Дальше посмотрим, что говорит Дима. Дима, с Новым годом! Наилучшие пожелания людям доброй. Желаю ленд-лиз и скорейшую победу Украине. Все будет Ичкерия, Украина. Спасибо, Дима, и я тебе того же желаю. И я тебе того же. Где, кроме РФ, есть чурки, хохлы, узкоглазые, понаехавшие лимита? Нигде нет, Вась. И знаешь еще, что самое интересное? Открыто просто, да, можно было бы это спустить там, на тормозах, если бы это, ну, в России же всегда не просто двойные или тройные стандарты, но десятерные стандарты. Лицемерие просто там, в 10-й шкале просто. И самый большой сайт ЦИАН такой, cian.ru называется. На нем просто нельзя было раньше, сейчас я уже давно не заходил на этот сайт, не смотрел, нельзя было снять квартиру везде только русским, ни Азия, ни Кавказ сдаем квартиру, только русским, только там это. Причем было написано, я помню, было написано так, сдаем не Кавказ, но можно с собаками или с домашними животными. То есть можно русского с кошечкой, собачечкой, но нельзя кавказцу без, или казаху, или таджику, узбеку, нельзя без животного домашнего даже нельзя. И я просто иногда, когда бывало времени, мне любил звонить по этим номерам и высказывать все, что я о них думаю. Таким образом я немножко боролся с этим явлением. Да. Поэтому и никто за это дела никто не возбуждал, никто за это не привлекал к ответственности, ни этот сайт, ни тех рекламодателей, никаких вопросов не возникало. Вот такая она, Русь-матушка. Им нужно вылечиться от этого, вылечиться. В противном случае это большая беда, как мы видим, не только для самих русских, но и для нас всех. Сейчас уже сотни тысяч убито в Украине людей, и с той, и с этой уже 100 тысяч оккупантов уничтожено. В Мариуполе 87 тысяч только лишь мирных граждан, сообщают по некоторым данным. Ну, огромные потери, 300 тысяч убито граждан Чеченской республики Ичкерия, среди которых 42 тысячи детей. Невероятно, какое зло просто. На ровном месте. Никакой пользы нету для русского народа от этого. Есть кучки ФСБшников от этого польза. А вот русские полезные идиоты, которые вот этого мерзавца-подонка, из-за того, что он говорит, что он там за Россию, за русских, они его поддерживают. Несмотря на то, что он их же взрывает. Короче, большая каша. Нужно срочно дерусификация фашистской России. Так, у меня в кафе работает. Это я уже читал. Так, почитаем тут. Ассаламу алейкум, ашуаль война, алейкум ассалам. Да, Аллах, все будет Ичкерия. Вейцан халвара дал уяхдух вейг ицабизм болща. Да, совершенно верно. Я не могу понять, насколько нужно быть без какого-то чувства собственного достоинства человеку, который идет служить этой фашистской России. Идет воевать с ними в одном окопе против свободных людей, которые ничего не сделали лично чеченцам. Я не могу понять этих чеченцев. С кавказцев я уже перестал удивляться после того, как эти кавказцы все вместе навалились и с русскими убивали нас. В большинство, например, у нас служило на Кавказе, дагестанцев служило в нашей стране. Дагестанцы были самыми жестокими. Из всех Кавказ были еще осетины очень жестокими, и дагестанцы были жестокими.
уничтожали всех, все и вся живое дагестанцы, лично с Дагестана. А если вы помните, война началась из-за того, что в двух населенных пунктах, даргинских, Чабан-Махи и Карамахи, русские террористы разрешили установить шариат, у них же в себя в России, а потом запретили и начали их утюжить бомбами. И попросили дагестанцы помощи прийти чеченцев, выбить коридор, чтобы вывести женщин, детей и стариков из этих двух населенных пунктов. Нас обвинили в этом, но этого повода не было достаточно для того, чтобы напасть на нас. Запад не давал достаточного согласия. И тогда был задействован план Б, взрывы домов произошли. И я уже перестал удивляться с этих кавказцев российских, которые, на мой взгляд, российские кавказцы, которые считают себя в глубине души, согласились с ним. Не просто они где-то на людях это говорят или имеют российский паспорт. Это вынужденная мера, и я это могу понять. Но в душе, которые считают себя россиянами, это просто самые мерзкие просто существа, которые есть. Без чувства собственного достоинства эти люди. И сейчас, когда чеченцы идут воевать, которых убивали, в отличие от дагестанцев, которых не убивали, ну, это вообще еще мерзче просто, чем вот эти такие дагестанцы или другие. Как-то так, Дион. Дела Сюля Героиш Бареш Дуэй Нохче. Да. Это в Дагестане была ловушка для Нохче. Да, была ловушка, но она не сработала. Нашим хватило выдержки, ума не пойти дальше, и они ушли. И Аслан Масхадов, действующий президент на тот момент, он сказал, что чеченское государство к этому не имеет никакого отношения, а Шамиль Басаев был на тот момент рядовым человеком, рядовым гражданином Чеченской Республики Ичкерия, и он, и все, кто с ним туда пошли, это были добровольцы. И это не могло послужить казусом белли, поводом к войне. Как не было поводом к войне действия террориста Гиркина, Стрелкова, так называемого, террориста Гиркина, который с такими же, называя их добровольцами, вторглись на территорию Крыма, а потом Донецка и Луганска, на территорию Украины. И это тоже не было казусом белли. Потому что эти люди, государство говорит, мы к этому официально, мы к этому отношения не имеем, таков закон, такое право международное, и именно поэтому русские долго выступали вообще без какого-либо флага, без вот этих нашивок на рукавах, обозначающих, определяющих, к какой стране армии они принадлежат. Вот так они действовали. Так, давайте дальше посмотрим. Да. Ассаламу алейкум, ассалам. Сегодня видел ролик из Польши, какая-то встреча. Ва алейкум ассалам. Я не знаю, о чем ты говоришь, Руслан. Хабиб до сих пор живет в чеченском доме. Какой Хабиб, Асамбек Тутай? О чем ты говоришь? Ты хочешь сказать, Хабиб Нурмагомедов живет в чеченском доме? Точно, она и на Ост. Биопропагандисту путинские. Не надо, чтобы они вылечились, надо, чтобы они сдохли. Да, добрые ты, добрые. Лицемерие их лицемерное. Да, Дима, совершенно верно. Так, Руслан, салам алейкум, ва алейкум ассалам, ага, у тебя живет, да? В смысле, у меня живет. У меня нету в Ауховском районе чеченской земли, у меня нет дома, поэтому у меня он жить не может. Где он? Так. Так. Руслан, от Google чували, спроси шейха Гугла. Почему мне ты этот вопрос задаешь? Откуда я знаю? Какие-то там люди что-то там собираются, меня это абсолютно не касается.
Это и есть продолжение геноцида чеченского народа. Чеченоговорящие кадыровцы становятся преступниками, орудиями для геноцида украинского народа. Да, именно так, Дим. Именно так. Совершенно верно. Они не чеченцы, они забыли, кто убивал их родню. Это манкурты, кадыровцы, когда заходили в Бучу, в дома говорили: не бойтесь, мы русские, мы вас освобождать пришли. Вася Гильдеев, туда не заходили кадыровцы. Кстати, по Буче. Это тоже вброс, который делается для того, чтобы нас заморать вот этим именем. Я не против, чтобы кадыровцы понесли ответственность, и все, кто принимал участие в войне против Украины, были заслуженно наказаны. Я не против этого ни в коем случае, ни в коей мере, но, как говорится, Платон мне друг, но истина дороже. В Буче были совсем другие, кадыровцев там не было. Там люди просто, вот потому что говорили, информация проходила, что там кадыровцы, это русские делали вброс, чтобы сломать дух украинцев. И тогда кто-то из местных жителей сказал, что там, увидев кавказцев или нерусских, что это могли быть чеченцы, и вот так пошла эта тема про кадыровцев. А потом Христо Грозев поддержал вот эту лживую тему, добросил от себя 5 копеек, и дальше ее понеслась. Но потом другие уважаемые средства массовой информации, другие расследователи подтвердили, что там, по-моему, было всего лишь 2 представителя от террористической банды Ахмат, и, по всей видимости, и они даже были не чеченцами. Вот как-то так. Поэтому я не думаю, что это соответствует действительности. Так. Сюрдик, Хильмасера, Маштовеш, Ройовер, Машайвер, Сюрдик. Так, Тахановец, хорошо, Новый год справляет. Странное дело, когда Новый год это хорошо, когда демократия это плохо. Валейкум салам, Хамзат. Да, кстати говоря, сейчас уже 12 минут уже как Нового года в Чеченской Республике во время аннексированной фашистской Россией Чеченской Республики Ичкерия. Чем я всех поздравляю, уважаемые ногчи, кто меня видит в ТикТок, в YouTube канал, к сожалению, на фашистскую Россию нас заблокирован и не вещает, но поэтому мы ведем здесь в ТикТок, Дион. Так что как-то так, Дион. Поздравляю всех. Дал дел овдой шукершара, дал хорошо беркати долилой, меш долилой. ماشي مكشي ديريل إرسع ديريل وايت دوشرا دال أتوبل سهامي ночи вам дал дуда дойшу. Шамиль каждому помогал, если у него попросили. Он в Осетии, в Азербайджане тоже был. Да, Шамиль Басаев многим помогал. Нет, это не вам, это тому, кто там говорит, где он живет. Все, понял, извиняюсь тогда. Так. Ну, жаль, я вам не могу показать в ТикТок это видео, но я вам обязан его показать здесь, в Ютубе, друзья. Извините, тиктоковцы. Так что я покажу этот видео для своих зрителей в YouTube. Так.
для тех, кто в ТикТоке, скажу, что это по музыке, вы по звукам поняли, что это новогодняя ночь, там едут грузовики, как реклама Кока-Колы. И это ментовские автозаки подъезжают, мент выходит в шапочке Деда Мороза с жезлом и всех в автозак проходите. Помните, пару лет назад, когда на митинги русские выходили, русские, когда у них там снег, по-моему, был, и грузовик застрял, их из автозаков в автозак загнали, и потом попросили выйти из автозака, и они толкали этот автозак, который должен отвезти в тюрьму, в изолятор. Просто и смех, и грех, друзья. С Новым годом, с новым счастьем, дорогие, мира, любви, добра. Взаимно, взаимно, взаимно. Так. Más voilassa tavan ävisan mötson. За проблемец. Ну, Стан. В любой момент можно будет потом посмотреть в Ютубе. Хотя у нас вначале... Нет, я не смотрел, Вася. Фильм Буча не смотрел. Не смотрел. Автозаки в цветах хороших русских. Да, хорошо, ты заметил, Уилпис, совершенно верно. Люди, ставьте лайки, продвигайте эфир. Но эфир все равно, сколько мы лайков не поставили, он далеко не продвинется. Так как нам всячески мешают. Ну, конечно, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. И давайте встретим Новый год вместе, Дэн. Так. Старый игрок, никакие они не русские, они российские. И да, генерал ВДВ сказал, дайте мне 2 батальона ВДВ, и я Грозно возьму за пару часов и так далее. Вася, да, это был министр обороны Павел Грачев, который сказал, что он одним десантным полком за 2 часа возьмет Грозное. И да, у него это не получилось, как мы знаем. Ассаламу алейкум, мир всем в мире, ассалам. Ва алейкум салам. Автозак из Камы. Я с вами встречу по ходу. Да, давайте встретим. Что делать-то? В Чеченской республике встретили. В Украине сколько время? Украинцы есть здесь? Зумсо 74. Ассаламу алейкум, мир во всем мире. Ва алейкум ассалам. И скажите, у вас время сейчас уже, у вас, наверное, час разница, да, с Москвой, а с нами 2 часа, наверное, нет, час у нас тоже разница. Там час разница с нами. Ну все, 20:18. Спасибо, Дойль. О Украине. Значит, получается, через 40 минут, через почти 40 минут будет Новый год. Аслан, хочу пожелать, чтобы ты и твои братья Нохчо в этом году вернули в свой дом в свободную Ичкерию. Спасибо, Вася. Отличное пожелание. Огромнейшее просто спасибо. Я очень надеюсь, что в этом году у нас, у чеченцев, есть, у каждого коренного чеченца есть место, откуда мы произошли. И мы делимся на тейпы. Это не племена, как русские пытаются представить, это наше место происхождения. Причем тейпы делятся, они 3 видов, эти тейпы. Место происхождения, род деятельности, которые занимались определенные там специалисты, они могли быть там заниматься золотом, заниматься оружием, воины они могли быть и там и всякие такие вещи были. И вот третье, я еще не помню все, но факт это коренные наши, которые
тысячи лет мы там живем. И вот я принадлежу к тейпу, по месту происхождения Нашхо. У нас есть своя гора. Это гора, на которой собирались чеченцы еще в древние времена. И там несколько населенных пунктов на этой горе. Это огромная гора. И на ней несколько населенных пунктов. И вот один из этих населенных пунктов, кстати говоря, это Хайбах, которые русские террористы сожгли в 1944 году под руководством Гюйшиани по приказу Берия и Сталина. И у меня вот такая задумка, если в следующем году у нас получится освободить нашу страну и оказаться у нас дома, то собраться всем нашим подписчикам на горе Нашха. На этой горе Нашха, это удивительное место, очень красивое место, собирались чеченцы. У нас проходил там как съезд или сбор происходил, там не знаю, как часто он происходил, но происходил. И в одном из населенных пунктов Нашхи есть населенный пункт под названием Мазархо или Муцархо, это называется. Это уже более точное, это мое происхождение оттуда. Вот в этом населенном пункте Муцархо жили люди, которых хранили учетную книгу, Таптар называлось это, чеченцев, печать чеченцев и большой казан такой, большой котел, в котором парень и девушка могли танцевать лезгинку, вот наш. Такой большой, это чан был такой огромный, в котором варилось мясо, готовилась еда для тех, кто прибывает на это совещание, на собрание раз в год или раз в месяц, не знаю, когда это происходило, или по каким-то там важным событиям, не знаю точно, всех этих вещей не знаю. И вот этот котел уничтожен, а печать и книга, вот эта Таптар, есть вероятность, что они сохранены. И в этом котле внутри записывались коренные тейпы чеченцев, это наши родословные там указывались, а снаружи те, кто пришлые были. Ну, уничтожили этот котел, его котел, кстати, уничтожил имам Шамиль, дагестанец, которого мы по своему недоразумению, по большой фатальной ошибке, скажем так, назначили его, сами добровольно его назначили управлять нашим государством. Ну, в итоге он приказал уничтожить этот котел, потому что слишком чеченцы не ассимилируются. И чеченцы пришли уничтожать этот котел. Но он послал чеченцев, потому что он не сразу это сделал. Первое, он что сделал? Первый его приказ был, немножко отклонюсь от темы, расскажу сейчас, вернусь к вашим комментариям. Чеченцы приняли имама Шамиля, которого разбили, аварца, дагестанца, которого разбили и предали свои же там соратники, разбили в Дагестане, и он перебрался в Чеченскую республику. На его спине был сын его, Гази Магомад, по-моему, который получил ранение, когда он на спине был, переходил реку, ему там сзади кинжалом там поранили, ну и так далее, и так далее. Ну, ясно было, что имам Шамиль с боем прорвался и пришел в Чечню. И чеченцы его поддержали, и чеченцы сказали, ну ладно, раз человек не из нас, пускай он как менеджера, пускай управляет, и так далее, и так далее. И первый его указ был всех дагестанцев, которые заходят на территорию Чеченской республики, штрафовать и выдворять, даже вплоть, по-моему, убивать, он сказал. Ну, потом уже, когда он уже укрепился во власти, осел там и так далее, он 25 лет управлял чеченским и потом уже присоединенной частью Дагестана.
так называемый имамат Чечни, не знаю почему Дагестана, но и Дагестан почему-то тоже прибавляется, потому что и в начале, потом в середине, потом в какой-то степени были дагестанцы, а после этого и там их не было. В основном вся его армия состояла из чеченцев, хотя были и другие народы тоже. И имам Шамиль приказал уничтожить вот этот котел, что это чеченцы имеют историю, они все это знают, и нужно это уничтожить. И послал туда чеченцев. И они с боем, убив, по-моему, Мазархо, наших представителей, двоих, по-моему, убив, уничтожили этот котел. Потом эти чеченцы сожалели очень сильно, что они это сделали, но уже что сделано, то сделано. Так вот, вот на этом историческом месте, можно сказать, на самом политически важном или бюрократически важном для чеченцев месте, я собираюсь вас всех в один прекрасный день позвать, кто сможет приехать, и устроить большой шашлычный день. У меня есть отдельные приглашения отдельным своим товарищам, и я сделаю обязательно и вот такое, чтобы все, кто пожелает, приехали на самое красивое место на Кавказе и отведали шашлыков там и так далее, и так далее. И обязательно мы это сделаем. Да, Алмула. Носитель этого котла тайпу знаешь? Нашхобаркуш. Аслан, давай вместе поедем в Нашха. Мы одного из тайпа, даже может ровесники, с 14 лет я не был дома. Мустан, мы обязательно поедем, да, Алмула. Моя мама была из Хайбаха, тайпа Нашхо. Все знает, твои антуктах. У меня оружейники, ага, понятно. Из оружейников тут есть специалисты. Из Смит энд Вессон или Кольт Деон. Давай вместе поедем, давай. Если не знаешь, не говори. Хорошо, не буду. Самый старый у Нашха, откуда произошли многие тайпы. Зумсо. Да, именно так. Да, Алмула войнах. Ассаламу алейкум, мусульманин. Если тебе вопрос, я тоже живу в Европе, но ты живешь дольше меня. Может быть, я живу дольше. Носитель этого котла тайпу знаешь? Это не котел, а кольцо. Не котел. Не котел. Нет, яихилай, Мустан. Это яихиль, котел, бог Чан это такой был. Большой, по рассказам, он такой большой был, что парень с девушкой могли в нем станцевать лезгинку, не прикасаясь на расстоянии друг к другу. Кольцо, о каком кольцо ты говоришь? Мухар. Мухар это печать. Иногда вот эта печать, она носилась на пальце, мухар. Человек, который имел эту печать, он ее всегда с собой носил. Он ее макал в воск и скреплял печатью. Или снимал это кольцо и ставил эту печать. Мухар цундель оштуцуна. Наше слово мухар, это означает кольцо и печать. Это одно слово. Кстати, это подтверждает древность нашего языка. Ответь на мой вопрос. На какой вопрос? Что я дольше тебя живу здесь, Мурат? Нет, сначала был длинный плата. Сунцаха, сколько там тайпов было? Нет, выше. Напиши еще раз, Мурат. Так, Вася из Днепро, Тополь. Вася, всех, друзья, всех, кто писал комментарии, я вас приветствую. Спасибо за комментарии, за поздравления. Я вас тоже всех уважаю. Асан Далму. Смотрела фильм о Хайбахе несколько раз. Согласен с тобой, Аслан. Так, Асланбек, там выше Тиглов, Ешух однозначно. Аслан, Мех Тептер мне сказали, что это наша карта. Мех Тептер это не только карта. Туда записывались все большие события. Все грандиозные события записывались. И я не знаю, секреты открою сейчас или нет. И такая же
система записи всех событий, всех исторических моментов, всех хороших личностей и нехороших, тоже до сих пор есть люди, которые ведут эти записи. 63 или 62 тейпа бокши зумсус. Зумсува дон, чо древний, чо орги шир тейп улицына. Тоже диош, как и нашо, на гэр, нашан диодолар. Плюс еще есть такое понимание у нас, это тукумы. Русские, конечно, иногда так очень сильно перевирают со всем этим, пытаясь представить нас какими-то дикарями, какими-то племенами нас представить. Когда они были племенами, мы жили в городах, в башнях там и так дворцах. Вот тукумы есть такое понятие. Тукум — это объединение тейпов. В случае засухи, в случае каких-нибудь наводнений, каких-нибудь изменений климата, каких-нибудь событий, военных событий, там, чего угодно. Некоторые, кто рядом находились, уже когда разрослись, уже стали еще больше люди, и территория наша была, не ограничивалась, конечно. Наш хлам — это наше место происхождения. Например, мы имели земли и выходящие на Каспий, выходящие там чуть ли до Черного моря. У нас выходы были. Ну и воюя, теряя веками, мы оказались на той территории, на которой сейчас находимся. Короче, ду из носоч о тавал утуеяин, тавал утуеяин. Я говорю, декум, тавал из, давай. Я вообще считаю, что наше видение свободы очень похоже на парламент или ту же демократию в целом. Месяц, у нас парламент на самом деле имел очень большие полномочия. У нас по большей части наше государство устроено так, что у нас парламентская форма правления, и у парламента даже больше прав, чем у президента. Но в связи с сложившейся обстановкой, в связи с тем, что на Дудаева оказывалось очень мощное давление, пытались эту власть у Дудаева забрать и бросить ее к ногам русским, он ряд мер предпринял, которые, может быть, выходили за рамки его полномочий. И в этом плане, да, у нас парламентское государство. И это очень хорошо, мне кажется. Это так и должно быть, мне кажется. Единственное, нужно политическую культуру выработать, чтобы не убивать друг друга за взгляды. Но вот как-то так делал. Так, из-за этих тейпов и есть разногласия. Тейпы свои зикры, свои замашки, пока не объединятся под один. Ладно, пришел самый умный, самый мудрый пришел, разъяснился. Это есть наша история. За тейпы здесь никто не держится, особенно сейчас. Здесь для меня нету тейпов. Для меня есть каждый чеченец тейп. Даже не чеченец, наш гражданин, для меня имеет те же права, что и я, что любой наш гражданин. Поэтому к чему ты говоришь? Я понимаю, о чем ты говоришь. Тебе сейчас под знамена Аллаха, джихад до судного дня. Прям я не понимаю, что ты делаешь в ТикТоке. Как в чеченском языке звучит буква В и Ф? Please. У нас нету буквы Ф. Она у нас заменяется на букву П. В чеченском языке не употребляется, по крайней мере, я не слышал буква Ф. Так, мы используем. Буква В есть, как обычно она произносится, а буква Ф у нас читается как П. Это правда, что у чеченцев никогда не было королей? Абсолютно верно, у нас не только не было королей, у нас не было вообще никакого сословия. Вообще мы никак не делились, у нас никогда не было рабства. Когда мы говорим, у нас не было дворянства,
это говорит не о том, что у нас не было дворянства, это говорит о том, что у нас не было рабов. Рабы, русские рабы, прибегали к нам на Кавказ, и было место, которое называлось Чеченской республикой, чеченским государством, куда мог любой раб бежать, и он становился свободным. Чеченцы его принимали. В голове чеченцев у нас нет такого понимания, что кто-то может быть хозяином над одним, а другой будет его рабом. И что вот этот раб это будет терпеть. Или же этот господин будет относиться к человеку как к рабу. В нашем менталитете, как бы про нас русские не говорили, и в определенной степени их пропаганда не повлияла на наше мировоззрение, и мы поддались этой пропаганде, да, если долго человек говорит, что он террорист, он в конце концов начинает совершать террористические акты. В конце концов, когда уже 100 человек совершат не из его числа, говоря, что это он, ну, в конце концов, кто-то появится, кто совершит. Поэтому в этом плане у нас никогда не было сословия, и мы всегда были равны. Вот как казаки в Сечи украинские. Вот каждый человек был генералом, каждый человек был героем, как говорил Джохар Дудаев. Все, больше никаких различий не было. Но это не значит, что была анархия, что был какой-то бардак. Нет, были четкие правила. Мы сейчас живем в этом сегодняшнем мире. У нас нет рабов, у нас нет сословий. Но оно есть, но не у всех оно еще у кого-то осталось. Но при всем при этом каждый человек равен, в принципе равен, да. И порядок был. И такой же был порядок у нас. У нас очень сильно придавалось значение и до сих пор придается, хотя сейчас этот институт немножко пошатнулся, даже может быть немножко пошатнулся, возрастная субординация, она очень влияет. Вот, не знаю, как сегодняшняя молодежь, но я помню, когда мы уехали учиться в Санкт-Петербург, мы друг друга, вот нас 8-10 пар пацанов было, и мы все одного года, ну, небольшой разницы, кто-то может быть там на год старше и так далее, мы выясняли, у кого когда день рождения, чтобы определять субординацию среди нас. Потому что все получали 77-го года, 78-го года, кто-то там получался там. И нам нужно было определить чуть ли не по месяцам и по дням, определить, кто из нас старше, кто из нас младше. Чтобы было... Ну, потом, конечно, некоторые говорили, как выезжаешь за Минводы, это уже не работает. И такие попадались, потому что некоторые, и до сих пор это, манипулируют этим. Если это очень сильно закладывается в голове. Я помню испытания, которые приходилось проходить, и тебе нужно было переступить через вот, то воспитание, которое тебе закладывалось. Ну, например, ну, не хочу даже говорить про эти вещи. В уборную нужно там, а там рядом в общежитии, например, где находится, там находится там умывальник, где девушки зубы моют, там, а тебе утром в университет надо. Ты просто не можешь войти перед девушкой туда. Это было большое испытание. Да. Потом, конечно, ты понимаешь, что эти люди вообще не понимают твоих вот этих всех вещей. И на некоторые вещи ты начинаешь по-другому смотреть. Но это очень сильно закладывается именно в чеченском обществе. Я думаю, здесь, в Европе, это не так закладывается, как именно в чеченском социуме, в чеченском своем окружении, среди своих родственников. Это очень, очень закладывается, я вам скажу. Навсегда причем. Так. Привет, Аслан. Коловорат Вася. О, Коловорат, витаю тебя, Эрик. Витаю, Коловорат Вася. Давно тебя не видел. Может,
будет в качестве памятника, наверное. Так, Аслан дал, мол, о, это было бы просто здорово. Вау, Аслан, амин. Так, Господи. Имам Шамиль принадлежал калужскому имамату, так же как шариатчики кремлевскому. Да, точно. Я, друзья, перемотаю, потому что много комментариев, и вот между собой еще общаетесь. Вам не кажется, что Дон Трандон к отделению Ичкерии от России готовится? Некоторые эксперты об этом говорят. Эрик Кашим, Коловрат, я считаю, что вот эти эксперты, которые говорят, они несут чушь. Я смотрел эксперта, пана полковника Пьянковского, который тоже приблизительно такую же чушь нес. Я не досмотрел, потому что меня просто вывернуло. Кадыров не может отделить Ичкерию от фашистской России. Во-первых, потому что он кровь от плоти является Россией. И ни один чеченец, даже в нашем сегодняшнем положении, не поддержит его как отделяющий его там от России, как главу какого-то независимого субъекта. Нет. Более того, нам навязывают, знаете как, нам навязывают не просто Кадырова. До Кадырова у нас были другие предатели, завгаевцы. Это советская номенклатура, которая была, КГБшные кадры, которые являются виновниками начала Первой русско-чеченской войны. Они затянули русских, они не справились, им предоставлялось оружие, ФСК тогда это называлось. ФСК им предоставляло оружие, танкистов вместе с танками, самолеты, артиллерия, все им предоставляло. Деньги, информационная поддержка, все необходимое им предоставлялось. Но они не справились. 26 ноября их был последний печальный поход на Грозный. После этого началось уже открытое 11 декабря, через 15 дней, началось открытое вторжение русских террористов на территорию чеченского государства. Поэтому они сейчас пытаются объединиться якобы с ичкерийцами, они пытаются привлечь якобы шариатчиков или халифатчиков, которые хотят построить шариат, и таким образом сместить Кадырова. И к чеченцам они имеют такое опосредственное отношение, они говорят на чеченском, да, может быть и по происхождению, но это такие же хохлы, которые есть у украинцев, вот такие же это наши хохлы. Вот как-то так, да. Ничего подобного не произойдет, никакого отделения во главе с Кадыровым Ичкерии от России быть не может, потому что Кадыров один из тех, кто уничтожал эту Ичкерию. Активно ее уничтожал, яростно ее уничтожал, в большой надежде, что он останется пожизненно потомкам, передавая эту власть в составе России, он останется во главе вот этого нашего государства, которое они аннексировали и присоединили к фашистской России. Да? Сословий не было, все были равны, богатые и бедные были. Это чеченское общество. Да, именно так, Асланбек. В этом наша особенность, которую и европейцам нравится, между прочим. Да, всем нравится, это не может не импонировать. Сегодня нас пытаются всячески увести от этого, нас пытаются отказаться от чеченскости, нас пытаются увести всеми доступными и недоступными способами. Сегодня русский это принадлежит к соответствующему, так сказать, языку и территории Российской Федерации, говорит Дима Бимбан. Да, Дима? Именно так. Так. Да, не клановая структура, как сейчас. Да, именно так. Кто захотел был наших древний Шура. Это Катол был наших древний Шура. Шура, это свою имду Вайкатолам были. Спасибо за буквы. Как ты относишься к суфизму? Я отлично отношусь ко всем религиям.
и ко всем течениям. Если главный человек верит и не лицемерит в это. И все. Какое отношение имеет? Мурат, ты зашел сюда, ты хочешь выяснить, мусульманин я или какой я мусульманин. Я не понимаю, о чем ты. Я тут рассказываю про то, что наша страна оккупирована и людей забирают на войну против Украины. А ты несешь какую-то ересь. У нас был совет старейшин. Да, Мехкел это называлось, совет старейшин. Мехкел или... Мехкел это государственный суд, наверное, так, наверное, будет. У нас были Мехкел, совет старейшин. Да, ответь, какой у тебя цель в своей работе и что ты добиваешься. Мурат, моя цель описана на YouTube канале, где вот описание канала в самом последнем разделе. Ты зайдешь, если на YouTube найдешь канал реалити, HRCI называется. Вот ты можешь туда зайти и посмотреть, там моя цель. Но в вопросах государства не должно быть возрастная субординация. Да, конечно, в государстве нет, конечно. Рембо, guten Abend, я bin Рамис и Грусе Дих. Добрый, приветствую тебя, Рембо, Хамбург. Этих экспертов, что транслируют ФСБшный нарратив, будут судить вместе с русизмом. Дима, твои уста да богу уши, как говорится. Я очень надеюсь, что так произойдет, потому что просто невозможно смотреть некоторые вот эти каналы, якобы украинские, которые так завуалированы, так обтекаемо просто льют пропаганду и ложь. Но это просто позорище просто одно. Хазгыл Эздангал Хиларду, это отличает нас. Да. Эти, так, ты Кадыра ночью рвут сразу, как только от Кремля отползет. Совершенно верно, Вася. Со Словенией не было. Так, поехали дальше. У них ничего не получится, Асан наступил на их хвост. У них ничего не получится, Аслан наступил на их хвост шею. Да, Дима. Я помню, ты немного другое выражение тогда применил, когда мы с тобой по телефону говорили. Я долго потом смеялся с него. Кадыров хочет стать первым монархом, так же как Путин стать владыческой морской. Ну, типа да, наверное. Хотеть не вредно, как говорится. Ему другой народ надо поискать. Фре, 4 вида салата, 2 торта, маринговый, жижигалныш, пицца 3 вида, роллы несколько видов. На лазне, напиши адрес, и мы вылетаем, причем все. Так. Аса, я вижу, как они хотят тебя здесь вопросами религии, насколько они жалки. Они хотят тебя задеть вопросами религии. Они хотят просто отвести разговор, чтобы переключить разговор на что-нибудь другое. Да. В Греции было такое, совет старейшин. Европейцы называют это первые демократы. Да, вени, видите, мы знаем из учебников истории, что Греция является первым зарождением демократии. Это да, это правда. Но я думаю, что в связи с тем, что мы находились долгое время под оккупацией, русские террористы мешали нам развиваться и доносить до мира свою историю. Только поэтому наша история чуть-чуть оказалась там на задворках. На самом деле мы можем и с греками посоревноваться по древности, кто из нас первый демократ. У нас всегда была демократия, и мы всегда этим гордились. А что, про религии нельзя, что ли, задавать вопросы, говорит человек с ником Талиб 095.
Это ты так, Талиб, подтвердил, что ты чеченец, да, 0,95 поставил. Можно задавать по религии вопросы, но я просто не считаю нужным отвечать на эти вопросы. Надо идти в мечеть или к мулле, или к какому-нибудь там специалисту в этой области, чтобы он вам разъяснил. А так я могу сказать то, что я могу чувствовать, или где-то что-то я увидел, прочитал. Хотя я подкован в исламе, но я далек от того, чтобы называться каким-то священником в этом деле, профессионалом в этом деле. Поэтому, если вы хотите задать религиозные вопросы, вам в другую сторону. Нет, тут нельзя. Я тут рассказываю, что можно задавать, что задавать можно, что я просто не знаю. А сидит человек, который представляется мусульманином, вроде бы как, да, он за ислам, за религию, тут что-то спрашивает. Он за меня отвечает, причем он, когда я отвечаю, абсолютно противоположное. Здесь нельзя, говорит, такие вопросы задавать. Вот и все, весь какой ты мусульманин. И вот тебе ответили. Так. Зачем ты меня будешь задавать вопросы? Зайди на мой YouTube канал, посмотри, все узнаешь. Зачем тебе это? Зачем тебе это? Так. Так. Народ Кадырова — это сюлебо анархистов. Да, весельцем Алхазня. Было бы неплохо. Руф, Миха. Я их называю. Да, сами. Когда я только приехала, у нас собрались чеченцы, и мы женщин жижигалныш готовили для всех. Ясно. Я не поигрываю. Аслан, ты должен стать урегическим мулла. А кто такой урегический? Ассаламу алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Мнение много, истина одна. Ва алейкум ассалам. Ашой. Так. Получается, что если есть вопросы по политике, тогда надо идти к политикам. А какие вопросы можно? Я просто не понимаю, что ты хотел сказать. Я не сказал, что я политик. Я правозащитник. Я рядовой гражданин чеченского государства. Политиком не являюсь и быть не собираюсь. И вот и все. Вопросы, которые касаются религии, которые я знаю наверняка, я на них отвечал неоднократно. Но ко мне заходят люди, которым рассказывают, что я там враг мусульман, что я там такой, сякой. Разные КГБшники, ФСБшники сидят. И вот такие полезные товарищи, как вот этот Мурат, который за меня говорит то, причем прикидываясь мусульманином, он нагло возводит ложь того, что я не говорил и не делал. За меня он отвечает. И это нормально, если человек не кичится своей религией, а религиозный человек, в моем понимании, это честный человек, порядочный человек, там, скромный человек и так далее. Ну и вот такие вопросы, когда люди так себя ведут, я просто не отвечаю на эти вопросы, мне надоедает просто отвечать на этот бред, который вы мне тут повторяете. Еще один бред зашел говорить, то Сережа какой-то здесь, Сережа, который там рассказывал про ислам в самом начале, сейчас спрашивает про агента ФСБ, которого сейчас все потеряли, ищут милиция, ищут пожарные, пропал песик, они не могут найти. Если у вас не хватает двух извилин сложить 1 + 1, либо вы должны находиться не здесь, а где-нибудь под наблюдением врачей, либо вы работаете по заказу. Таких у меня тоже много. Вы видели, как мой этот телефон в ТикТок перегревался, как у меня обрывалась связь.
И мои зрители часто это наблюдали раньше. В последнее время, правда, не было этого, но вот сейчас опять началось. Вот как-то так. Не я просто хотел знать, прежде чем вопрос задать. Регически мула созебр яшвар хамол волшсан хайрхатташ до дербас акитер созебр. Ну вот они отвлекают, они ерунду пишут здесь. Им что ни говори, они, по работе люди. И часто так бывает. Вот ты не можешь отказать из силы своей воспитанности, в силу того, чтобы не обидеть человека. Они этим пользуются. Потом заходит какой-нибудь полезный товарищ и тоже начинает по их логике что-то говорить, по их установкам. И я могу сказать какую-нибудь гадость, какую-нибудь неприятную вещь, и все, обидеть человека. Ну вот так они и так и пользуются. Так и пользуются. Дала шен куналуштал ахчдуй аж дохштал. Комментарий я здесь гаскшен и болбич шен луштал ахч. Шавег уйчуца дүйчуна шавега учуошвег уйчун. Дал идоцек шаш дünянчу ханьёхш. Хириц магуэльшун едукас. Оцрица игадел лирштал шо. Шоук дүйчушунса. Шу нохчоук дүйчушунса. Вэшу бери ук-душун. Вэ ому абилан был 300 тысяч мах и ук-да. Вэ поколение шан ук-да. Но шушенца луштол 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей баня. Чу дош юмшли леш пеш бошунес. Да ла кишей дünянчу ханьёхш. Кириц магуэльшун. Цеделек би. Поехали, да. Асабек, ты нас приглашаешь танцевать, да? Я им пользуюсь. Так, Асабек, я у вас смотрю, у вас уже тут новогодняя тусовка начинается. Но я в Германии живу, Асабек. Да, это я знаю, Асабек, что ты в Германии живешь. Сейчас есть и хан, и рабы, говорит. Нет, Валерий, агро. Ты глубоко ошибаешься. Есть, это тебе картинку такую представили, что есть какой-то хан. Есть гауляйтер с 3 классами образования, который ничего не может сделать. Ровно он не может там дойти до уборной и обратно. Без сопровождения, без инструкции и так далее. Нету никаких рабов. Рабы были в России всегда и остаются в России сейчас. Из крепостного рабства в батраческое рабство, потом в коммунистическое рабство. И небольшая свобода в 91-м, такое дуновение ветра, свободы, демократии. И все, и потом все быстро закончится. И опять рабы сейчас идут воевать. Поэтому нету и не было никогда, и не будет, как бы вы ни старались. Так что ты немножко ошибся, да. Ты пребываешь в плену вашей же пропаганды, да. Аллах. Да, хайдуэль ишния эмин. Где отсутствие справедливости, там нет будущего. Совершенно верно, Зумсу. Ничего не испохай. Ничего не испохай. Так, сколько у нас время? У нас 13 часов, 23 часа. 23 часа. Ну что, час просидим или заканчиваем, друзья? Надо наполнить бокалы, да, водичкой. Вася, Ашхимоли, за нас, за вас, как говорится. Вася, ваш президент настоящий с большой буквы человек. Да, так точно, молодец. Зеленский молодец вообще, держится, да. Так.
Мустан, Германия, увы. Так, Мелази, все хотят домой, как бы здесь не было хорошо, но думаю, что скоро там будем. Да, Алмула Аслабек, будем надеяться. Скажи первую цель свою. Первую, мамали валлаху Мурат, алилая. Проще тебе зайти посмотреть просто было, понимаешь? Цага винивице, дик цага сунем цумац. Сей амба ищу царил, он бодегдез. Уэльт и ерзацаиз. Ну тебе трудно ответить, Ола, он хам, первое, наказание виновных за массовые убийства, геноцид, убийство 300 тысяч граждан чеченского народа. Вот моя главная цель. Даже важнее, она первостепеннее стоит, чем даже деоккупация моей страны. Наказание военной политические силы фашистской России. Вот моя цель. Ты зашел бы, это все написано у меня очень давно там, оно там уже является. Затем это деоккупация, вторая цель идет, она одинаково идет. Наказание, деоккупация моей страны. Вот и все. Астригуауи. Мегалдуз, да, эльчется, мегон, цельца, мегон. Лавал, хочу хартсагу. Так, с Новым роком, Киев 00. Да, Киев, поздравляю, Украина. Поздравляю вас с Новым годом, украинцы. Дай Бог, я вообще более чем уверен, что это последний год, в этом году вы одержите победу над оккупантами. И я надеюсь, что и мы, но у меня чуть-чуть, я меньше нам даю шансов, чем вам освободить. Ну, посмотрим, да, посмотрим. Дион Детсон. Так, русизм и русистов неотвратимо будут судить в освобожденном Джахаре и украинских городах. Да, Мула, Дима, да, Мула. Очень на это рассчитываю. Ой, бюсь покуду, хой-то из войнахт. Ой, бюсь. Зеленский приняли в США очень хорошо. Зеленского, да, Зеленского не просто приняли в США очень хорошо, его сопроводили на американском самолете полностью, чтобы с его головы волос не упал. Вот так его доставили, чтобы русские не посмели нанести удар по американскому самолету. Да. Я хочу, чтобы в этом году сбылись слова сына Ичкери и взошло украинское солнце, и народы освободятся. Дай Бог, Вася, дай Бог. Дай Бог. Пусть зайдет украинское солнце. Амин, амин. Аллаху воуше дизер дэша лойлой. Амин зубсо. Раз шхире ахчедах диз памятник шите из и гум диц модерит, как евреи и немцы. Абсолютно вени видевицы, абсолютно. Келлер нох чучох, муол. Хуол, подвала хуол, кладовки хуол. Да, Мелази, у нас стреляют, у нас уже несколько часов они тут бомбардируют, да. Сейчас через 55 минут тоже будет мощный. Подвал, ага. Келах Олцна Оля. Happy New Year. Наталья, я вас тоже поздравляю. Спасибо за подарки, поздравляю вас с Новым годом. Кела Оле Мустан. Келлерах. Я не знал. Опять у меня нагревается телефон. Спасибо вам, спасибо вам. Если что, сейчас выключится у меня здесь. По-моему, нагрелся у меня телефон. Да, нагрелся опять.
Ой, дух дешнаш дутер нохша. Мустан, хун немцу мотха. Спасибо, спасибо, Наталья, спасибо за подарки. Шей немцу хуаш вэд зумсу ашун массана дейрес хулдалса юэльшуш. Немцу мотхуаш дэц, ама аршо. Вы должны выходить, и где вы живете, вот, например, идете в администрацию города, там налаживайте связи. Что кеги нашдуй немцу мотхуша, французский, английский, немецкий, шадал мечхуштеш. Вы все должны ходить и везде договариваться. Сейчас золотая пора налаживать контакты со всеми. Все, мы вычеркнуты из списка террористов, когда с нами не разговаривали. Теперь наши гонители, террористы, фашисты русские, они стали теми, кем на самом деле являлись. Точнее, о них узнали, кто они. Благодаря вот этой кровавой войне, которую развязал этот фашист Путин, узнали, кто такие русские. Поэтому у нас сейчас самое время. У нас в каждой стране в Европе должны будут быть представители, чеченцы, нохчи, хэшдуйшу, кегичерга бошунас, юарышка бошунас, кенчка бошунас, массарга бо, джимчунга вокчунга бо. Налаживайте, шейчва дала бер, дадавит, давайте связь наладите, знакомство. Когда мы деоккупируемся и будем устанавливать дипломатические отношения, в каждой стране нам нужны будут свои послы. И вы ими будете, вы владеете языком, у вас будут связи, у вас будут знакомства. И мы, чеченцы, как мы знаем, мы индивидуалисты. Как Дудаев говорил, каждый чеченец генерал. Мы, чем объединяться в большие стаи, сперва мы каждый должен на местах работать. По своему опыту я скажу, быть индивидуалистом, одиночкой, это намного безопаснее. Утечка информации минимальная. Много что вы сами можете сделать. Да, ошибки, шишки набивать одному, конечно, полегче бывает, чем когда ты в группе и тебе подскажут, чтобы ты не набил эту шишку. Но, опять же, шишка тоже набитая на голове очень дорогого стоит. Это, как говорится, опыт ни за какие деньги не купишь. Поэтому если у вас, например, в каждом городе вы можете налаживать свои отношения, в стране вы должны налаживать отношения, и шухаришуни свяжь, аждин хирдушунис, уайкоман вклад дюшун аш ящик. Сейчас золотая, спасибо, Наталья, за подарки, спасибо большое всем. Это ваш вклад будет, ваш шугар и свяжь хаялурят, шугар мот табах курбац. Если в каждой стране 2, 3, 5, 10 парней, девушек нас начнут так активно заниматься, не нужно обязательно даже светиться, как вот я вынужден это делать. Вы должны налаживать это в университетах, где вы учитесь, везде, где вы ходите, вы должны объяснить наше положение вещей. Именно чтобы вы могли это объяснить, я сижу здесь и вот пытаюсь свое видение вам рассказать, чтобы вы ту информацию, которую я вам даю, ту информацию, которую вы имеете от родителей и ту, которую из интернета возьмете, чтобы вы могли, у вас сложилась какая-то определенная картина происходящего. Поэтому я призываю вас всех, как можно, и на чеченском я это буду говорить, как можно больше проявлять активности. Достаточно одного человека в одной стране, который знает, четко придерживается идеи, которой он идет, и намерен представить в лучшем виде свою страну. Цундела шаявегаин скучусвиг яздеш хилашбуй, кегинаш баркшо, мечдавашо, вени види вийци, мустан, кривек, немцу муатхуш, беш, кривеш, маашо. Аспридайтеш гойтер бон, да, уишбуч ох, уишбуцер, сюрча, цер, данна, шайгаван, уишу. Давайте работать. У нас есть Нохчи демократическая партия. Чеченская демократическая партия, демократическая партия. У них есть в Фейсбуке, у них есть в Инстаграм, у них в ТикТок канал есть. Мы можем прийти туда с ними пообщаться. Можете координировать. В Телеграме мне напомнили, что я не говорю про Телеграм, так как это ГБшный
И я забываю постоянно этот ГБшный упомянуть. Поэтому я не люблю пользоваться, но они там проводят чаты. Я у себя в сообществе ссылку даю на эти чаты. Заходите на эти чаты. Не только чеченцы, там, конечно, и по-чеченски они в основном говорят. Заходите туда, общайтесь, молодые, нам нужны ваши идеи, нам нужны ваши... не нам лично, нам, чеченцам это нужно, или там Хусейну Исханову, который является председателем этой партии. Не ему нужно, народу, чеченцам это нужно, вам, то есть, это нужно, молодому поколению больше, чем нам это нужно. Предатель Лурбон. Мегердо Мустан Хая Этаик. Поэтому, где зарегистрирован этот Питер Вольф, он у нас есть в YouTube канале, например, у меня в сообществе, проще всего тебе будет найти, вот в YouTube канале у меня в сообществе, вот я последний чат скидывал. Можно зайти на этот YouTube канал, и на нем можно, я не смотрел, правда, у них там информация должна быть в разделе о канале информация, если же можно просто написать. В телеграме канале так и называется, Чечен Демократик Парти. Доля, вы можете начать общаться, потихонечку втягиваться в это дело. Нам это всем нужно. Сейчас самое время налаживать контакты. А что гандинага шухер душунес? Шу свяж хелюш, шун ушалил шушунеш. А из-за в целом оман уш то есть. Вот что мы должны делать. Дик грамотно, с хорошим немецким, с хорошим французским, раз альчуа, просто хаккан, а судохайшун сайнум ушхен. Хаккилат и уитксен ушек. Ты каждую дверь стучишься, каждую дверь, и говоришь, Суару, пускай это выглядит как-то экстраординарно, пускай это выглядит, но ты это делаешь не для себя, а делаешь для своего народа. Соответственно, ты должен делать больше, чем ты сделал бы для себя. С Украины, а он был мобилен целого, да? Ну ясно, Диан. Друзья, если вам нужно отмечать Новый год, если вы уже поднадоели, я вам поднадоел, вы мне скажите, Диан. Ой, чего удармался, квартал. Чат от 29 декабря Демпартии слушала сегодня. Очень хорошо все говорили. Да, Фрея, я тоже послушал, мне тоже понравилось. Диалоги очень интересные, очень грамотные. Там парни собрались. Там любой человек может заходить, поэтому там могут быть разные люди. И я еще раз напоминаю, что телеграм-канал это является ГБшной темой. Поэтому будьте осторожны. Ваша безопасность в ваших руках. НПС 95, да, Сайолаев. Подарок. Пропустила запятую. Иногда ставлю больше, чем нужно. Бег мобиль за грамматику. Цаум дац. Раскремат. Царичум дац вообще. Сирия сожалеет. Так, я ничего там. Бросают несколько раз, а потом пропадают. ФБ Айде. Точку отбивался в боя. ФБ, я не понял тебя, ты точку поставил. Мегаду, друзья, я смотрю, вы уже все настроены на Новый год, все уже спать хотят. Я думаю... Дел это бойл хошо дехар ас хюгладуш. Муда мустан, вот я хеш мавац рока шара. Мудеш ашваро, засадя ворока шара, вакли наш. Основательный подход. Давай на геому кашара, весь целый, наблюдать, ирвалер, да, это дваком. Нагарду. Я закончу тогда на этом свой стрим, друзья. На Новый год завтра встретимся, завтра поговорим, да, Алмула.
Ну, не знаю, завтра получится или нет. Заранее сделаю анонс, друзья, чтобы вы, мало ли, где он. Не освободила, мы только разогнались. Ну, хорошо, меня не отпускают, я еще немножко побуду с вами. Sober digdu, de mostan ameldet sober oin naga üsha molezba digdic. Sober dolsak джосагому имхасо. Так, говори, слушай, во анархист. Аса, я тоже так делаю. Хиуды иду куда собак. Так, sober digdu, да. Sunam kidnäckade hundar ore och hit vi tjutsöje. Так, Оля. Сейчас, одну минутку, друзья, у меня тут небольшие технические моменты. Ацавует Фрея, все. Я с вами навеки. Без тебя с ума сошел бы, был анархист. Мы хотим синхиром у того самого исторического котла, Аслан, а не спать. Моя разница, синхиром у котла мы уже не проведем, потому что его уничтожили, говорят. Но то, что мы на наш хлам, я вас приглашаю после того, как деоккупируемся, накрою столы, куплю много-много мяса, несколько бычков, смотря сколько нас соберется, или баранина, там целую отару завалим, зарежем и будем кушать шашлык, да, мула. А в Украине сейчас совсем не праздничное настроение, ракетные обстрелы, есть жертвы, десятки людей без домов, я не праздную, ну а вам хорошего празднования. Вась, подожди секунду, только что сейчас обстрелы начались. Потому что они вроде не стреляли, буквально перед моим стримом еще не было этого. Скажи, пожалуйста, Вась, есть ли обстрелы сейчас? Иван Емельянов, здравствуйте, Иван. Аслан Сахаз Ашмадуай, да, и духвайца, помелдец. Кельбек Бирбух. Кельбек Во, куда ты швине? Как эфир проморгал. Я сделаю, привезу этот котел, когда эти Херси и Сюли сдохнут. Дело же не в том, чтобы сделать его. Дело в том, что он ценность историческую в этом же плане. Пригласительные будут, открыты будет у нас, Питер Вольф, открытый будет. Наш хохирма будет, поэтому наш вместе мы соберемся и вас подтянем, уже столы вам накроем. Но сега царевич всех дало должен, ну что, если что, спрыгивать, перекладывать, швачу. Да, а как можно веселиться, когда каждую минуту погибают люди? Это правда, Феникс, это правда. Дай Бог вам сил выстоять, да. Уже банить не будут, так как рожи уже в их салата лежат. Да, мула. Я не могу найти этот смайл. Новый котел сделаем, барас. Кельбек бир, бой, Кельбек, хитерса. Кельнек, иду, охчуа, аснабикс, бой, Кельнек бир, бо. Одновременно в разных этих вы говорите. Ас бози тербуун бол, онры, закаевая жоп дёш. Из Европы вали туадинчун жоп дёш. Понятно, почему ты молчал все это время теперь. Я себя немножко дискредитировал. Но я не знал. Вы виноваты. Все, кто знал и не говорил, не просвещал меня. Мне кто-то мне писал, конечно, мне говорили, Малех, Цуюхи, Курбуар, Палбуар. Но я не знал, кто мне что говорит. Да? Мне так-то и враги могли писать, и поэтому я к этой информации всегда отношусь настороженно, особенно в последнее время. А так, понятно,
Мустан, почему ты 3 года молчал? Я бы на твоем месте, если бы я то, что знаю сейчас, знал бы, я бы тоже не разговаривал бы с тем, кто поддерживает вот это направление. Вашаре, Бог Курбон, Бог Мустан, Курбос, Сун Хали, Штаты России. Курбох, Бух Амел, да, сюда. Ночи чуа ирю, да ерю, да алмуа, меча ирю, столы накрыть. Ночи чуа наш хлам да, ирю ковиш накрыть, да алмуа. Столы ща, лет клеонкильна, да шуартовайн, да армалар уандилан. Соки, компочи, ючунас. Питер Уорд, мы никогда пригласить не даем. Если пригласили, значит всех касается. Да. Наш холл Хермигер дома. Она все, ты принят, Дел. Кто-то празднует Новый год, кто-то нет. В любом случае, пожелаю вам, чтобы в новом, по крайней мере, календарном 23 году у вас было здоровье, сила, свобода, успех и во всех благих делах. Спасибо, Иван. Спасибо большое. Взаимно, и я вам того же желаю. Расскажите мне сейчас, есть ли, Аслан, днем летали и ракеты, и шахиды, даже фашисты во Вторую мировую в этот день прекращали огонь. Но не эти твари. Вася, это хуже, чем фашистов. Это давно уже понятно. Бог Курбор. Это страшное дело, да. Я смотрю, и здесь читаю, и здесь, и по-чеченски, и по-русски отвечаю, да. Кемси мут. Цаня хахмула. Хирам баатсон хи. Ахвалаз волар, ахвал жарях. Да латту бойлой. Амин я Аллах. Хазкам ялду, да мула, и духшун. Шейшек там долиш. Но юшарах индудат свой цахашуне. Вай сатюс Украину победе окарю алсам тишсо. Что 23 год это будет, ну, максимум начало 24-го, это будет последний. Я думаю, в 23 году конец оккупации Украины, территории Украины, Крыма там и все такое. И так, войду дюштеш. Это уже дальше надо пахать и пахать. Ежели. Пахать и пахать. Вообще, пачал, говорят, ма, вель давалац латвии, что тут я. Вель давалац. Так. Вася, респект, аут, Дойчланд, слава Украине. Хабух, Галан, Хожир, Буо, Ичкир, Хожир, Бахтсон, Ичкар, Галан, Чуажир. Будет, ну, Ичкар, Чуажир, разница моя, просто государственное обозначение мое есть. Там, кстати, Аслан, Аслан на ночи, это вообще. Ну, там, ома уйсу Аслан. Сунде хасон, мичару хасон, сайбуа бойсон, дик бойсон сайбух. Amma soldik boyşa bu хирбу, amma войнохчиду. Видите что? Войнохчиду. Штилляне, в силу сложившихся обстоятельств, вынуждена ичкерица тиллярцена. Потому что Россия, ну, 92 год, да, шей Конституции, они нас вписали, как Чеченская Республика, часть России, и нам нужно было как-то разделиться. Ишни стельдуе, ичкар хожд. Цажир бац. Цажир. Галан чажир. Да, Аслан Лев по-турецки. Да, именно так, по-тюркски. Да. С Новым роком! Слава украинцам, слава Ичкерии! Героям слава! И вас с Новым роком, уважаемые украинцы! Поздравляю вам! Поздравляю вас! Вы крутые, вы молодцы, украинцы! Мы вами гордимся! Антхазвол. Я смотрю, у вас тут весело. Уже шампанское, уже игристые вина гуляют. Штат. Сорезу Ичкери. Чикайн проблем.
Ну, Иштхельди, что ему сказать, это уже все, это факт. Если мы хотим изменить название, нам нужно проходить в парламент, и депутаты должны выносить этот вопрос на голосование. Не стреляет. Разница там Чеченская республика, Ичкери дочь, Чеченская или там, я не знаю, какая-нибудь Папуа-Новая Гвинея, это название, Мешеюш, ой, Мах, Мекшеркуэнис. Як вам новорічна промова президента Украины? Я не слышал, я сейчас занимался как раз новорічной промовой к чеченскому народу, поэтому я не слышал, к сожалению. Мехкел метуатуиз. Духом жди извайн. Мустандедис. Кавказское государство. Да. Машвойль. Охар нахьется. Это ченго машвойль. Ченго машвойль. Мину ченго. Чуенек. Ченго. Сунага мацеге. Мадедес ламашвойль машвойль. Тибехкан. Чи троудя бирхнаш. Юх разяиз. Неизвечно аж до слез. Да, мощная, да? Ну вообще молодец, Зеленский. Ну, вообще у вас тут, как говорится, чтобы не сглазить. У вас все отлично. Несмотря на это война. Война с самым самым беспринципным, самым жестоким врагом. Та помощь, которая у вас есть, та сила духа, которую вы проявляете, украинцы, на этом вы будете строить свою новую нацию. Да, очень жаль. Мы, чеченцы, это говорим не как пустые слова, мы это испытали, всю эту боль на себе. Мы потеряли 30% от числа наших граждан. Игуду хайон тибехкан чере тхоути бирхш Евразия есть боги тхоути бирхш ну приблизительно сон мустана бог тибехкан чере кадиркинер бюцхебука мужги целей бюцхебука тибехкаш тер бирнаш Евразия есть боги хедука бо как-то так ли он. Теперь я зрозумію, что пережили чеченцы. Да? Да. Именно так. И знаете, вот ваш ник просто не читаем. Панда, наверное, да, вас можно называть. Вся проблема в том, что мы остались с этими людоедами в одной клетке. И вот эта буча, которая у вас там произошла, она у нас вся наша страна, это была сплошная буча. И мы остались, представьте, вот жители Бучи остались, и все это во всем мире с этим согласились. Вот. А жители Бучи, они кричали, орали, что их убивают, показывали фото, доказывали. И весь мир сказал, что, ну, извините, вы внутреннее дело России. Да, Буча, мы сожалеем, у нас есть факты, мы видим, что вы кричите. А тот, кто кричал в Буче, его убивали еще. А мир, Запад, они говорят, ну извините, ну, это внутреннее дело. Вот это спроецировать на республику нашу. Вот вся Буча такая, оказавшаяся в руках вот этих террористов. После вот этого геноцида, который был в Буче, представьте, что было бы с этими жителями, какой психологический, моральный стресс эти люди пережили. И они остались у русских в лапах, и весь мир сказал бы, да, ну, извините, мы не можем никак повлиять, живи, да, мы очень сожалеем, мы очень озабочены. Просто 2 раза озабочены. Ну, живите.
Представьте психологическое состояние жителей этой Бучи. Просто это только они сами поймут. Ну и сейчас украинцы, которые видели. Это невероятно, что было сделано. И если Россия не перестанет, фашистская Россия и террористическая банда ФСБ не будет осуждена, все, что мы делаем, все ничего не стоит. Все это ерунда. Вот эти сотни тысяч, 300 тысяч убитых чеченцев, сотни тысяч уже убитых украинцев, это ничего, это пшик. Ни к чему мы не придем. Потому что террористическая банда ФСБ не осуждена. Так, Ури Чино Машо, Делисла Машо, Машо, Чино. С нами батальон имени шейха Мансура, Джохара Дудаев, грузинские братья тоже. Да, Вася, да, воюют. Много там, не только эти батальоны есть, много чеченцев есть. Местных чеченцев, приезжих чеченцев много в разных подразделениях. Асан, как ты думаешь, в ближайшее время будет банкротство в России? Питер Вольф, я очень на это рассчитываю. Я думаю, что следующий год это будет катастрофический год для России. Я на это очень сильно надеюсь. «30 лет войнагар ахч просто так латто ждать Германину». Да, именно так. Он инварминов нахил, братан. Он молодой умой чувствуется. То есть ичкийский паспорт, я биргал хильдиз. Ох, там зашел Николай. Ты желаешь России плохого? Почему? Николай, я желаю России того, что она желает другим. 300 тысяч наших граждан убила Россия. Сейчас сотни тысяч она убила в Украине. Десятки тысяч она убила в Сирии. Тысячи людей она убила в Грузии. Ты что мне ей пожелать? Что мне ей еще пожелать? Кроме того, что она принесла другим, я ей ничего другого пожелать не могу. Как у вас там в 23-м году? Есть какие-то изменения? Это ты украинцам, Чинго, пока обращайся. У нас, у немцев, пока еще полчаса до Нового года, поэтому 23-го года нет. А у вас в Америке когда будет? Ну, не говори, чтобы город не вычислили в каком-то. Тогда не было интернета, чтобы показать все геройства этих мразей. Все только выползает. И Дамир не захотел быть честным. Подло все. И мы, украинцы, были слепы. Вася, мы очень большую работу провели. Очень большую. Мы очень большую работу провели. Мир знал. Западные журналисты, у нас знаете, сколько журналистов погибло, западных, немецких, английских, американских журналистов погибали, пытаясь добыть информацию. Они лезли туда, куда вообще вооруженный человек не лез, вот эти журналисты. Поэтому, к большому сожалению, все знали, но решили промолчать. Так, я желаю Русне развалиться. Асан, скажи ему это от меня. Вот, передают тебе, Николай, что желают Русне развалиться. В Вашингтоне 9 часов. О, Наталья, вы в Вашингтоне. Вот она что. Ты хочешь, чтобы 180 миллионов людей плохо жили? Говорит Николай. Николай, ты, по-моему, заболел. 180 миллионов не было, 90 миллионов. Ты на 2, по-моему, умножил. Ну, был бы не соврать, разве может выходец из фашистской России. Поэтому я не хочу, чтобы 90 миллионов россиян жили плохо. Я хочу, чтобы они получили то,
что они принесли мне, моему народу. Ну или же наказали своих преступников и жили как люди. Но фашистская Россия будет соблюдать международное право только в том случае, если в ясный день со стен Кремля будет видна граница России. Поэтому как-то так, Леон. Каждые 50 или 100 лет нас сокращают не о 60 или 70%. На 60 или 70%. Я могу это доказать. Да, Мустан, это известные факты. Все знали, и украинцы тоже говорят. Тэш. Многие знали, многие. I was born in Львов, Украина. Да? Ясно. Вы родились, а уехали, наверное, много лет уже там живете, Наталья. Ну, можете не распространять информацию, личную информацию, нет необходимости. Витаю вас. И Вашингтон, и Львов. Еврокомиссии говорят, нас 590 тысяч, а Россия говорит 1 миллион. Кто прав? Я не слышал такой информации, Мустан. Thank you. Вот, Наталья, пожалуйста. Соцакит Мустан. Ну ты, я смотрю, парень осведомленный. Так, Аслан, у нас 15:34. Ага. Чинго USA. Ясно, ясно. А что эти 180 миллионов живут хорошо, задает вопрос леди. Вот чем хорошо коллективный разум. Николай, ответь, пожалуйста. Ты тут беспокоился о том, чтобы 180 миллионов людей плохо жили. А что вот тебе вопрос от моей зрительницы? 180 миллионов или 90 миллионов ваших холопов живет хорошо? Скажи, пожалуйста. Если брать тех, кто хорошо живет, но это максимум 1 миллион человек. Там 100 тысяч чиновников, ФСБшников, их семьи и так далее. Нас пишет русский 2 раза больше, чтобы кормить тиктокеры. Что скажешь про смерть Эдила Абдулкерима? Ну, мне сегодня писали, как раз тут в ТикТоке мне писали, и так у меня была информация, что человек умер. Ну, бывает, конечно, умирают люди, он, наверное, моложе меня был, лет, наверное, ну, минимум лет на 10. 30-35-летний мужчина, умереть спортивного, ну, конечно, происходит такое, всякое бывает, но я что-то не верю, что его так убили. Описали разное. Аслан, координа, хули куча. Хордина, хули куча. Цахули юзер. Хордина, цахульсо, но я постараюсь теперь выходить каждый день. Ну, или через день. В 9 часов по Берлину. Сейчас у нас 23:40. 20 минут я еще с вами встречу Новый год и пойду спать. А так, цагуль согордина, цагуль, ну, постараюсь выходить почаще. И вообще, все, кто тут есть, ребята, ногчи, если у вас есть возможность такая, выходите в ТикТок, в YouTube и делайте контент. Информационное вещание, это имеет большое значение, ребят. Кто не может светиться пока, у меня просто родители тут, и в этом плане, хотя других родственников они терроризировали, и у меня больше нет родственников, да, если вы готовы потерять всех своих родственников, то полный вперед, Леон. А если нет, то можете мне давать информацию разных кадыровцев, ФСБ, ГРУ, всех вот этих, не только чеченоговорящих, русские, кого только здесь пронюхать, всю информацию сливайте, я буду доводить ее куда нужно, мы зачистим эту Европу, и здесь останутся только свободные чеченцы, никаких здесь, кроме ичкерийцев, никаких здесь
подхолопных, подрусских здесь в Европе быть не должно. По крайней мере, чтобы они о себе давали знать, что они есть. А сейчас самое время зачистку провести от этих подхолопных. Они нас зачистили дома, мы их должны зачистить отсюда. Пускай возвращаются в свою родимую Русь-матушку. Цундела. А так наводите мосты, занимайтесь налаживанием связей в университетах, в школах, в мэриях, в парламенте, куда вы только можете попасть. Чеченцы, парни, девушки, сейчас золотая пора просто. Мы теперь перестали быть террористами. Мир наконец-то раскрыл свои глаза и признал нас не террористами. Понимаете? Вот вы видели, блогеры здесь были, которые нам здесь религиозную разную там тему втирали. Все, нету их. Знаете, почему их нету? Не потому, что там религиозные какие-то проблемы, а потому что или их отозвали, или здешние знают, что они являются на крючке у гибни, и их заткнули просто. Одновременно вот несколько человек пропали, помните, да? Раз, один, второй, третий, четвертый, все, пропали, нет этих людей. Поэтому золотая пора, нету нам больше. Еще остались, конечно, еще действуют некоторые, но я думаю, это все тоже закончится, да? И мы должны, и это хорошо, что они даже есть. Конкуренция, она держит в форме Диона, так что это хорошо. Так, Наталья, спасибо за подарки. Асан хайбол, цанех, тиш, мабитла, цани, иматоужла. И ола, и ола, мустан. Цахуш дютя, это просто у тебя уже выработанный опыт, боже, да? Вот про Керимова, ой, про этого Абдул, за Эдилова, Абдул Керима. Были слухи, не знаю, насколько они достоверны, какой сын второй или третий такой, на Кадырова Рамзана, который похож его сын один, он употребил наркотики и на машине сбил 2 людей, врезался в машину, совершил ДТП и убил 2 людей. После этого это все те информация, которая поступает, я не знаю, насколько там, что там достоверно, что недостоверно. Но то, что сам факт этот был, это подтверждается из нескольких источников. И вот он попал в машину на дорогой, видимо, хорошей машине, врезался, убил 2 людей в наркотическом опьянении, попытался скрыться, после этого сбил пешехода, убил еще одного пешехода и был задержан. Выяснили, что это сын Кадырова Рамзана. И вот Абдулкерим Эдилов был их наставником, их тренером, нянька его называли, который вот этих 3 старших сыновей Кадырова опекал, там, тренировал и так далее. И вот, короче говоря, возникла ситуация, вот мне писали в комментариях здесь в ТикТоке, что я забыл, Барс, по-моему, звали этого парня, Адам, телохранитель по имени, по позывному, по кличке Барс. Якобы он достал эти наркотики по просьбе вот этого сынишки, и его за это убили. И убили вот Эдилова, вот этого. Не знаю, я почем взял, зато продал, как говорится. Но очень похоже на правду то, что происходит. Что потом, и вот Эдилова, говорят, убили вместе с этим охранником, с этим Адамом. Берс, по-моему, была его погремуха. Фамилию я не знаю. И вот этого Эдилова там же убили, но говорят, сразу не сообщили, а убили позже, короче, что он там умер по здоровью. Но этот человек был очень крепкого здоровья, спортсмен, профессиональный спортсмен. Я вообще не верю, что он мог так умереть.
Это очень печально, конечно, что... Ну, а как по-другому? Они с людоедами заигрывают. С людоедами. Вася, представь, что творилось в Грозном в 94 году. Да, Мзат. У меня, к сожалению, в ТикТоке мало подписчиков, я не могу выйти в эфир. Несколько раз пробовал поднимать тему эфира других чеченцев, морозятся. Да, Меладзе, боятся, все боятся. Мы не террористы, мы борцы за свободу. Совершенно верно. Вместо 70 миллионов голов вражки пишут 140-180 миллионов, приписывают мертвые души. Да? Это делается в том числе для того, чтобы принизить значение других народов, которые проживают, сказать, вот там столько-то там русских много, поэтому они решают, да, и так далее, и так далее. Аслан, нержавеющий котел сделаем, иншаллах. Да, Алмула. Да, Алмула. Aslında Johors Eldo Teman Eili Богчу Дикхет Ватсо. Он про тайны говорит. И со кеттому я чунсо мустан зуиценил каман Эили. А с юцеряци, но я, по-моему, понял, о чем он говорил. Я понял, о чем он говорил. Он про тайны говорил. Бюстик хил. Ночива. Бюси мёмай баледич. Мои цена юцеряцис. Ну, со кетта, хахетаря могу ошибаться, но я, по-моему, понял, о чем речь идет. И это правда, на самом деле, он Айли, это мощная Айли, да? Дион. Ну что, друзья, осталось 13 минут до немецкого Нового года, Дион. Пишите ваши комментарии, я с вами еще побуду, Дион, и потом пойду кушать оливье салат, Дион. Аслан, кто такие русские? Они до 1934 года назывались великороссы. Посмотри перепись населения РСФСР 26 года. Нет ни одного русского. Вась, я не спорю, я абсолютно доверяю тому, что ты говоришь, потому что вся история у русских выдумана. Там, тут, большей частью украинцев украдена. Поэтому, конечно же, я абсолютно доверяю тому, что ты говоришь. Ну, допускаю очень легко то, что ты говоришь. Но сейчас просто сложилось такое устойчивое название русские. Поэтому только так и обозначаем их. Нет, конечно, русский национальность искусственная. Язык русский, он искусственный. Это факты, которые никто не может опровергать. Нету супер великой там, русской истории, которая там зарождается где-то в Киевской Руси, и они там так развиваются там, и так далее. Нет, это все туфта. Так, Аслан, я тут, мой YouTube Грозный. Маш, ой, YouTube Грозный. Ичкирийский, шампанский далар. Безалкогольный. Дивіться, Мустан. Дир дуай, да? Дир дуай. Biedēts apdulši tulēts. Zaprākā РВЛ ячане. Инцаридун. Грачо о новогоднем штурме Грозного. Наши солдаты умирали с улыбкой на лице. Ответ Джахара. Неплохо, 5000 улыбок за ночь. 5000 вин аритиши. Я как раз был тогда в Грозном в эту новогоднюю ночь, я помню. Ну, я в Черновечье был.
Я до центра так и не добрался. Но у нас в Черноречии было боестолкновение, вырвались 2 БМП, я помню. Это было вот именно, это было с 1 на 2, не новогодняя ночь это было, они вырвались с 1 на 2 число, и там их уничтожили. Они уехали сперва вглубь Черноречия, развернулись и потом поехали в сторону Алдов, и потом в Алдах их грохнули. Аслан, русский народ искусственный народ, русский язык искусственный язык, русская история искусственная история, у русских все искусственно созданное. Да? У них даже ботекс, который закачивает Путин, у него морда даже искусственная. Шампанский, Аль, сразу конях. Каматуа, что-то подозрительно. Может, саду и лечь, стрим $3 сюкхаттерсадеш, сосера да, ойна может бошлет, саю пленч. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Аллах, Казахстан. Понятие русский это церковное обозначение православное, так же, каким мусульмане, иудеи, буддист, католик и так далее. Оно буквально означает крещенные веры Руси с Киева пришедшие. Наверное так. Я другую версию слышал, что чьи-то русичи были русичи в Киеве, и вот они как бы холопы их были. Ты чьих будешь? Я этих буду. Русичи, русских я буду. Вот так я слышал. Ну, черт его знает. Без разницы, кто они, их родословно. Пускай разбираются, кто они, какой породы они. Главное, чтобы они от нас отстали. Аслан, Ичкерия навеки вечные. Цаши, Куячери и Девмула. Кто-нибудь видел русское небо? Каждый день может. Аслан, их было около 6000 убитых. Затем их животные поели. Так многое было. Да, я помню, Амзат. Я разбегался, чтобы перепрыгнуть через трупы усыпанные. И то не всегда удавалось. Вот все было усыпано трупами. Я помню, места были. Консервный завод, центр, да. Аслан, цуна ух, хирдат, да, цифре. Я слышал 120 000 улыбок, ответ Дудео. 120 000 бэцер отцел ури. Санбюсен отцелом цавир. Так, да, мула, все будет Ичкерия. Да, мула. Сейчас у нас как раз стрельба начнется. Все сейчас уже зарядили свои бердянки. Сидят, ждут. Что само дойду. И самое главное, у нас дамы больше всего тут развлекаются. Сирена, Фрея, Мелхезни. Правильно так держать. Когда у наших сестер настроение, у нас оно поднимается. Аслан, маш уоль хамуа, дюзел мокш, ай дик адал бухастан, дели слал маш уоль маш. Дырк. Да еще. По-моему, я что уже даю лельтусо конкретно. Маш двое сахоми вежри. В первую русско-чеченскую войну вооруженные силы потеряли 120 000, а во вторую русско-чеченскую 140 000. Заур, откуда такая информация, пожалуйста? Нам здесь у нас все ходы просчитаны, да. Зеленский выступил с речью в Верховной Раде. Очень достойно. Супер, да. Брат Исупа Тимирханова Борзью. Вот с этим я согласен, да. Аслан, шампанский, мадийцлах, учва, цаболча, динчур эрвох, руха. Цер эрвехч, эрволшвель, шмагирдар един. Один убит, 2 ранены. Да, Мустан. Мелдухвича. 1 убит, 1,5 раненого. Лерте. Так. Аслан, а правда, что Республика Татарстан... А правда, что Республика Татарстан нету?
Я не понял, ленд. Что значит, как нету? Была же до сих пор. Есть информация, что русские хотят закрыть границу, чтобы никто не выехал из России. Что скажешь? Я по этому поводу делал видео, записал об этом отдельно. Сегодня выложил на чеченском языке это видео. Об этом я услышал это от министра обороны Украины Алексея Резникова. И я, конечно же, доверяю Алексею Резникову. И я думаю, что да, границы будут закрываться. И я призываю всех чеченцев максимально попробовать покинуть. Некоторые расслабились и решили вернуться. Но тут нужно не на месяц, не на недельку выезжать, а на год, на два выезжать. Смотреть, что будет, а не так, что как получится дать. Так. Тхосин Ирмяду. Деладу Дикфрея. Дал Ишцамо, дал Хулильшу. Так. У нас прикол был так. С Новим роком перемоги. Пан Василий, вітаю. Дуже дякую. И вас я поздравляю с Новым роком. И желаю вам перемоги. Дай Бог. Спасибо. Так. Брат Юсупа, а ты давал мадить дух дуйца. Так, меча Ерхуза, отца Ерхуза, комментарий. Вот, за уру Бог. Нет. Куда я видел? Так. Заур удалил информацию. Я не могу твой комментарий найти. Ты его удалил. Асан Макан. Брат, дал си дуэла. Я перепутал. Это потери Ичкерии. 120 тысяч за 94-90. Да, именно так. Вот это было. По нашим данным, русские говорили, что они признали потери, по-моему, 55, по-моему, я сейчас не помню эти цифры, если честно. Наши данные разнятся по-разному, разная методика подсчетов вот этого происходит, потому что русские, они ставили памятники, там как-то отмечались там и так далее. От 85, если я не ошибаюсь, чтобы, и до 225 тысяч или 220 тысяч убитых русских террористов на нашей территории. Кто-то мне сказал, что цифра где-то в пределах 150-180 тысяч уничтоженных русских террористов. Вот как-то так это может быть. Но я не знаю точно, конечно. Так, Санхоми Кам Вежери, дал декал дойшу, дал диканс дугда дойшу, ирси беркети маш дойш, дере свой леди. Шу дуэль дал декал. Дорогие друзья, с Новым годом вас. Так. 140 тысяч убитых улыбок русистов хлит резухсо. Потери Ичкерии в 120 тысяч за 94. Да, первую войну, говорил Масхада, если не ошибаюсь. Да, эта цифра, она соответствует. 120-130 тысяч в первую русско-чеченскую войну мы потеряли. Во вторую войну мы потеряли около 160-180 тысяч. И вот в общей сложности около 300 тысяч у нас погибших. Среди которых 42 тысячи детей до 15 лет. Вот такие цифрами я, например, владею, которым я склонен доверять. Как-то так, Дон. Так, обязательно у нас следующим президентом должна быть женщина. Я не против, брат Юсупа Тимирханов. Я абсолютно, я только за. Было бы очень круто. Так. Thank you for supporting Ukrainian. Всегда, пожалуйста, как не поддержать. Вас поддержать, это себя поддержать. Так. Не знаю, сколько было убито, но он аж ирайский тецем бейгар 94-н. Валлахи бейгар ключово. Ишт
ha mažets boš, reiz bēķušon, bēc vai ne? Šeinal dercen. Да, не избоа мустан. Ассаламу алейкум, Саваш. Это для русских военных было очень тяжелые ночи. Удачи тебе, брат. Да? Да. О! У нас 12 дел. Итак, мы сейчас отметим еще немножко водички. Водичка обычная, без запаха, да. Дал дек алдойшо. Дала ирси беркати дойлвайн доштолша. У нас началась война за окнами, да. Идет мощная артподготовка, да. Друзья, встретил я с вами Новый год. Неужели вам придется еще меня весь год терпеть? С кем Новый год встретишь, с тем ты его и проведешь, как говорится. Поднимаю шампанское с Новым годом, Германия. Виктория, приветствую. Happy New Year. Поздравляю вас всех. Вино или шампанское, был брат и суп. Нет, просто вода. Кемси мутам, that's a молждерг. That's хидух, просто хидух. Кемси мут. Вино, дивіться, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мега дуда, вежери. Друзья, я на этом свой стрим заканчиваю. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Дай лаберки ты довольно нашо. Ади кюэль, маш оэль, бюс де галюэль. Амзат де рез масэр на хуйлван. Маш оэль шо. Да, мы сделали оверса, да. Давайте, ади кюэль, бюс де галюэль. ده ايش موال احط شطونه وشو مدوال عمزات هذيك. Давайте.